Здравствуйте, это программа «Время. События. Люди». Мы говорим о самых актуальных темах этой недели. Сегодня значение туризма во всем мире невозможно переоценить. Высокие темпы развития делают эту область экономическим феноменом века. Эта отрасль влияет на нашу жизнь, на развитие региона в целом, способствует притоку финансов. Таким образом, развиваются и инфраструктура, появляются новые рабочие места. На днях в Санкт-Петербурге прошла сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации. На форуме побывала и делегация Северо-Осетинского государственного университета. О том, как сегодня повысить уровень туризма в Осетии, сделать его более качественным и развивающимся, мы поговорим с ректором Северо-Осетинского госуниверситета Аланом Огоевым. Добрый вечер, Алан. Спасибо, что пришли сегодня к нам в студию. Ну, для начала, как в целом прошел форум, что вот вас впечатлило, что, может быть, какие-то вы для себя расставили приоритеты? На самом деле форум был очень знаковым. Впервые Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации проходила в Российской Федерации. Открытие было ознаменовано видеовыступлением президента Российской Федерации. И, безусловно, представители 158 стран и 1500 делегатов со всего мира говорят о значимости данного мероприятия. А вы говорите, что из 150 стран, ну, цифра большая, вот какое-то сотрудничество предполагается в будущем? Безусловно. Следует отметить, что в рамках проведения этой Генеральной Ассамблеи это прежде всего выставка, достижения, обсуждение тех шагов, которые были предприняты мировым сообществом и, в частности, странами по развитию туризма. Следует отметить, что туризм не рассматривается сегодня как отдельное направление, которое влияет, безусловно, на все отрасли экономики страны, региона. Ну, понятно. Все это рассматривается в концепции, принятой Организацией Объединенных Наций по устойчивому развитию. Цели устойчивого развития, которые определены всеми странами, эта программа принята до 2030 года, и туризм является одним из этих направлений. И безусловно, что на этой площадке в рамках обсуждения и тем, как страны делились своими успехами, как они развивают направления, связанные с экономикой, с экологией и, безусловно, социальные факторы развития общества на этой территории, либо в данной стране, позволяют принимать этот опыт. И в состав нашей делегации включался представитель от правительства Республики Северная Осетия Алания и нашего университета, так как мы уже были ратифицированы и стали полноценными аффилированными членами Всемирной туристской организации под эгидой Организации Объединенных Наций, мы выступали уже как полноценными партнерами. И нам очень приятно, что на этой площадке мы обсуждали вопросы подготовки кадров и оказания влияния на развитие территории с нашими вузами-партнерами. Ага, вот как университет может повлиять на развитие туризма? Это факультет географический вот, задействован или... Сегодня рассматривается в общем влияние высшего образования и его необходимость на социально-экономические процессы, в первую очередь через подготовку кадров. Каких специалистов, с какими компетенциями студентов мы выпускаем в реальный сектор экономики, в жизнь. И, безусловно, что это не сопряжено только с одним факультетом. Безусловно, направление подготовки туризм и сервис сегодня это отдельное направление подготовки, которое мы реализуем на факультете экономики и управления. Безусловно, с участием географического факультета, географии и геоэкологии. Но в этом принимают участие абсолютно все факультеты. Значит, и, безусловно, туризм требует таких междисциплинарных компетенций и направлений. А вот знаете, вот раньше на факультете
географическом были времена, он был так вот и востребован, и студенты, и преподаватели там выезжали в другие регионы. А вот в этом плане как-то будет у вас строиться работа именно с геофаком? Сама романтика и профессионализм с точки зрения подготовки кадров в области географии, оно предполагало изучение, значит, простор нашей страны и мира. И, безусловно, были экспедиции не только в соседние субъекты, но и, значит, в другие страны. Сегодня есть индивидуальные возможности по организации данных экспедиций, формируются такие команды, но в целом сегодня мы говорим о развитии субъекта, мы говорим о влиянии, значит, на те процессы, которые должны происходить в социально-экономическом плане. Ваша такая какая-то делегация, она была еще в Мадриде. Мне интересно вот эту историю. Штаб-квартира Всемирной туристской организации. Что дала вам эта поездка, нам? Северо-Российским государственным университетом имени Кусталя Ивановича Хитагурова очень активно ведется работа по выстраиванию отношений с зарубежными партнерами. Основное направление этой деятельности – это поиск ведущих вузов по определенным научным исследованиям и направлениям. Что касается нашей рабочей поездки в Испанию и, в частности, посещения штаб-квартиры в Мадриде, оно было ознаменовано подачей и защитой нашей заявки на претендование, значит, стать членами этой организации. После успешного представления проекта и защиты в штаб-квартире, соответственно, и было принято решение через 3 месяца о нас включении в данную организацию. Безусловно, одновременно мы провели ряд встреч и переговоров с ведущими вузами по разным направлениям. Это направление лингвистики, направление математики и информационных технологий, экологии и туризма, для того, чтобы познакомиться с, скажем так, лучшей практикой, которая сегодня существует. Потому что мы знаем, одни из лучших школ в области туризма сегодня находятся в том числе в Европе, в Испании. И мы считаем, что данный опыт и обмен преподавателями, в том числе программами по повышению квалификации наших преподавателей, позволит нам вывести на иной уровень вопрос подготовки студентов для нашей экономики. Вот я правильно поняла, что вы будете сотрудничать в нашей республике и также и с комитетом по туризму? Безусловно, основная задача нас, как вуза, заключается с одной стороны, подготовке кадров, а с другой стороны, обеспечение и поддержка методологической, методической, информационной и образовательной органы исполнительной власти. И поэтому на сегодняшний день хотел отметить, что мы являемся достаточно хорошими партнерами для комитета по туризму нашей республики. И хотел отметить также взаимодействие с Центром занятости республики. Мы имели замечательный опыт по подготовке гидов-экскурсоводов. Это был первый наш такой совместный хороший большой проект, где мы уходим от стандартных форматов подготовки в виде лекций, привлекаем деловое сообщество, бизнес для того, чтобы понимать более качественный запрос на того, какой специалист нам нужен. И, безусловно, успех заключается в определенных показателях, показателей эффективности деятельности как предприятия, бизнеса, так и органов исполнительной власти. Наш успех – это качественный подготовленный специалист, который сразу готов встраиваться в деловые процессы. Ну вот почему-то гидов, по-моему, все-таки не хватает.
Безусловно, не хватает с учетом разработанной стратегии социально-экономического развития республики, принятой не так давно на правительстве республики. Туристский кластер является одним из драйверов развития нашей экономики. Поэтому подготовка кадров и специалистов, начиная от гидов и заканчивая другими профилями, она сегодня является наиболее востребованной. Образовательный туризм, помимо отдыха, туризм может быть еще и образовательным. Вот в этом направлении есть у вас работа какая-то со студентами, которые могут приезжать из разных регионов и тут тоже вот проводить полезное время? Северо-Осетинский государственный университет на сегодняшний день ведет целенаправленную политику по увеличению количества иностранных студентов. Сегодня их более 200. И это как раз и говорит об образовательном туризме, когда мы, республика, принимаем иностранных студентов абсолютно из разных стран, из разных континентов. Это и Африка, Европа, Азия, что позволяет нам наращивать скажем так, это направление. И помимо этого, такое понятие, как студенческая мобильность, преподавательская мобильность позволяет сегодня за счет федеральных средств выезжать на стажировку и на практику как преподавателям, так и студентам. Нашим студентам да, тоже? То есть происходит некий обмен, как студенты, приезжающие к нам из-за рубежа, так и посещение нашими студентами и преподавателями наших вузов-партнеров в рамках наших соглашений. Так, а какой студент может позволить себе такую поездку? Абсолютно любой студент, который владеет иностранным языком на достаточном уровне для освоения материала. При этом существуют дополнительные программы обучения и поддержки, значит, для иностранного языка и направление, которое интересно, значит, конкретному студенту абсолютно со всех факультетов. То есть это касается и, естественно, технического блока, и гуманитарного блока. Алан Рузмагович, вот наступил уже новый учебный год. Ну, я вас с ним поздравляю, надо было в самом начале программы поздравить. Но прежде чем говорить о готовности вот к нему, мне интересно все-таки, как прошел период поступления. Какие факультеты, возможно, сегодня менее востребованы? Есть такие факультеты наверняка, и как ведется работа вот с ними? И мы довольны, как прошла приемная кампания в текущем году. Я не скажу, что у нас есть невостребованные факультеты. Каждый факультет нашего университета является важным. У нас фактически на каждом факультете есть конкурс по поступлению. Практически все факультеты имеют также студентов, которые учатся на договорной основе. Это также подтверждает факт востребованности направлений. И я хочу отметить, что очень важно, что последний тренд вызывает интерес у абитуриентов и у родителей как раз естественно-научного цикла и точных наук, такие как математика, информационные технологии, физика, химия, биология, биотехнологии. Безусловно, гуманитарный блок, такой как исторический, социология. И уверен, что сегодня выстраивание отношений с деловым сообществом, с правительством, с органами государственной власти, у нас есть возможность готовить качественных, подготовленных студентов, ребят, которые завтра же будут встраиваться в работу. Вот вы говорите интерес к точным наукам, а как вам кажется, с чем это связано сегодня? Вы знаете, в первую очередь, наверное, это связано с востребованностью на рынке труда и заработной платой. Вот заработной платы, да, я бы вопрос поставила все-таки. Есть некие перекосы в экономике, значит, это подтверждает и служба занятости. Я бы хотел обратить внимание, что сегодня фактически нет невостребованных специальностей. Самые важные, самые, наверное, главные профессия учителя,
И здесь вопрос подготовки на психолого-педагогическом факультете в Северо-Осетинском госуниверситете, опять-таки во взаимодействии с Министерством образования и науки республики. Мы считаем, что это одно из наших ключевых и важных направлений. И, скажем так, заканчивая всеми факультетами, которые имеют отношение так или иначе к социальной сфере. Но с появлением единого государственного экзамена вот какие-то возникли трудности в работе университета? Вообще, как вы к нему относитесь? Вы за ЕГЭ или против? Я лично отношусь положительно к единому государственному экзамену. Другой вопрос, что сегодня это дает возможность высшим учебным заведениям производить набор по определенным стандартам, по определенным правилам. Выиграли мы от этого или проиграли, я думаю, что... Время покажет? Нет, здесь даже вопрос не во времени, здесь вопрос больше в качестве подготовки абитуриентов на уровне старшей школы. И все зависит от объективности, с одной стороны, проведения экзамена, а с другой стороны, это зависит от содержательной работы, значит, и подготовки абитуриентов. Не все выпускники проявляют интерес к высшему образованию. Есть достаточно большое количество наших учеников, которые выбирают для себя среднее профессиональное образование, рабочие специальности, которые сегодня крайне востребованы, хорошо оплачиваемы. И я думаю, что они сегодня также, я имею в виду учреждения среднего профессионального образования, составляют конкуренцию для, значит, высших учебных заведений. Спасибо, Алан Рузмагович. У нас сейчас короткая реклама, потом продолжим. Это программа «Время, события, люди». У нас в гостях ректор Северо-Осетинского госуниверситета Алан Угуев. В этом году 1 сентября открылась военная кафедра. Уже есть первые курсанты. Сколько их? 36 человек. Так, вот кто может стать курсантом? Это только исключительно студенты СОГУ? Да. Угу. А если есть желание у других? Поступайте в Северо-Осетинский госуниверситет. Чуть-чуть об этом факультете, да. Сколько времени они обучаются, да, вот кафедра, где она расположена? Военно-учебный центр расположен на территории Северо-Осетинского госуниверситета, на главном кампусе. Выделено отдельное помещение, произведен капитальный ремонт, произведено полное оснащение в соответствии с требованиями Министерства обороны Российской Федерации. Торжественная церемония открытия планируется 27 сентября на территории университета. Хотел отметить, что сейчас уже приступили к обучению первые курсанты. Это 36 человек, которые обучаются по направлению сержантов. Следующее направление у нас произойдет донабор по направлению, это будут солдаты. Обучение срок составляет 2 года. И после успешного прохождения квалификационной защиты по направлению, которое выбирает студент, ему предстоят военные сборы и получение военного билета. Спасибо вам за эту кафедру. Вот в следующем году вы планируете начать работу по направлению фотоника, да? Почему? Насколько это востребовано сегодня для республики? Нужны кадры, наверное? Я хотел поблагодарить здесь Руслана Кубадиевича Кулова, который проявил инициативу и поддержал нас в этом начинании. На физико-техническом факультете, когда мы говорили и искали партнера, индустриального партнера, он фактически оказал нам содействие с точки зрения предоставления своей научно-образовательного комплекса и, безусловно, направление, которое сегодня является крайне востребованным в мире науки. Это фотоника по направлению микроэлектроника. И сегодня мы, как хорошие партнеры, значит, взяли на себя обязательства по подготовке кадров на уровне магистратуры.
для данного предприятия. Одновременно мы говорим о том, что производственные площадя, мощности и заказы, которые сегодня получают в рамках грантов, которые выигрывает компания, позволяет нам более активно участвовать в научно-исследовательской работе вместе. Лабораторные работы, оборудование, которое сегодня располагает Северо-Осетинский государственный университет, позволяет нам делать это на достаточно высоком профессиональном уровне. Вовлеченность в это наших студентов, наших аспирантов говорит о том, что мы можем готовить кадры как для республики, для этого направления, так и за ее пределами в рамках тех партнеров, которые существуют как у компании «Баспик», так и у нас. Хотел отметить, что партнером в данном направлении является университет Санкт-Петербурга ИТМО, который специализируется как раз по направлению нанофотоники. Это уже более продвинутый уровень. И здесь мы надеемся, что наше взаимодействие с учеными и с предприятиями, которые располагаются в нашей стране, позволят трудоустраиваться, во-первых, нашим студентам, выпускникам, во-вторых, сделать более глубоким и целенаправленным научные исследования. Ну, трудоустроиться в республике вот здесь сложность будет, да? Это, скорее всего, нужно будет за пределами. Нет? Предприятие «Баспик» гарантирует и обеспечивает трудоустройство. Одновременно партнеры, которые располагаются как в Новосибирске, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Московской области, данные специалисты крайне востребованы сегодня. Спасибо вам большое. Спасибо за интервью. Удачи вам, успехов вам и нашему университету тоже. Спасибо большое. Спасибо за возможность пообщаться. Напомню, в студии программы «Время, события, люди» был ректор Северо-Осетинского госуниверситета Алан Огоев. А мы вновь встретимся с вами в прямом эфире на следующей неделе и снова пообщаемся с интересными людьми о событиях, которые созвучны времени. До встречи.